Правительство Коми подписало соглашение с авиакомпанией «Руслайн» на предоставлении в этом году субсидий из республиканского бюджета на межрегиональные авиаперевозки по маршрутам Сыктывкар-Казань, Сыктывкар-Архангельск и обратно. Сумма соглашения 7,3 миллиона рублей. По договоренности рейсы в Казань выполняются уже с 20 июля. Также в сентябре Росавиация рассмотрит дополнительную заявку авиакомпании на субсидируемые рейсы из столицы Коми в Екатеринбург. Есть предложение и по рейсам в Самару. Об этом первый заместитель правительства Коми рассказала на оперативном штабе по антикризисным мерам, на котором обсудили в том числе новые меры поддержки бизнеса и населения. В частности, расширена программа субсидирования найма за счет распространения ее на действие на всех безработных граждан до 30 лет. А теперь программа будет охватывать всю молодежь, которая ищет работу. Кроме того, исключено требование регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведен на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплаченный отпуск либо переведен на неполный рабочий день. Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, будет равна 3 минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Продлена программа компенсации расходов малому и среднему бизнесу за использование сервиса быстрых платежей до 31 декабря этого года. Введен и ряд других мер поддержки. Ситуация на предприятиях Коми в целом стабильная, однако есть задержки в транспортировке продукции лесопромышленного комплекса. Правительством региона поставлена задача собрать информацию по неотгруженным остаткам для решения вопроса на федеральном уровне.